Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас технический раздел ремонт рулевой колонки Toyota Harrier. Ну, собственно говоря, модель не имеет значения, потому что у всех со временем проявляется один и тот же дефект. Разбивает втулку рулевой колонки, которая находится с торца. Ну и вал, собственно, вот вал начинается болтаться. Вот втулка, примерно она так выглядит. Пластиковый вкладыш. Ну, вот это данная модель с металлической вставкой. Вот это родная втулка, обрезиненная, и просто имеет внутри пластиковый вкладыш без ничего. Ну, когда ее разбивают, конечно, вал начинает гулять в трубе. Ну и соответствующие звуки раздаются, малоприятные для слуха, для рук, ну и вообще. Собственно, всегда это все происходило гладко. Я заказывал втулки, они приходили, и я их просто менял. Но тут случился у нас казус. Эта втулка не от этой модели. Вот она тут болтается, а сюда, соответственно, не заходит. Вот родная. Ну, в общем, будем сегодня восстанавливать рулевую колонку силами нашего колхоза. Купил я вот такой вот материальчик, называется фторопласт на 40 миллиметров. Думаю, из него изготовить вот такую штуку. Не думаю, что это будет сверхсложно. Ну, сейчас начнем. Так, значит, внутренний диаметр трубы где-то 37,5 миллиметров. Ну, около того. Должна она вставляться с натягом, поэтому сделал небольшой припуск. Как-нибудь заколотится. Чем плотнее, тем лучше. Сейчас немножечко надрезал, будем делать отверстие на 19. Вал там на 19. Ну, надеюсь, все получится. Все готово. Начинаем отрезать.
запаску надо сделать. Опаньки, готово. Готово. Вот наша втулка. Ответ импортозамещению. Ну вот. Сейчас будем ее примерять. Я думал, сверлом на 19 ее немножко прослаблю, так как и вал на 19, и тут сверло на 19. Но однако же она заходит очень туго. Без всяких подгонок и райберов. Очевидно, это не такая уж важнецкая деталь. Но как бы тут не надо такой соблюдать аэрокосмической точности. Достаточно этого. Болтаться не будет. Тут я сделал припуск в трубу. То есть в трубу мне надо будет ее заколотить. Да. Ну, лишь бы, конечно, чтобы руль тугой не был. Ну, это фторопласт, он достаточно такой материал-то. Скользкий. Без этого, так что я думаю, будет вообще классно. Ну вот, это то, что не подошло. Это то, что у нас было, а это то, что будет. Вот, привет со завода Toyota из нашей Сибири. Так, в оригинале здесь были фиксаторы. Вот специальное окно под него. Вот они. Но так как у меня их нету, я закрепил на шурупчик. Ну, это просто перестраховка, потому что сюда я заколотил его очень туго, зашел он молоточком прямо в натяг. Так, сейчас будем ставить вал. Ага, ставил вал. Ну уж не знаю. Конечно, получилось туго, но я не думаю, что это может будет еще туго. Как говорится, авось притрется на дорогах страны. Да, он, видите, под весом он сам проваливается. Так что я думаю, ни о каком люфте речи быть не может, в принципе. Продолжаем сборку рулевой колонки. Тут вот был один нюанс, с которым мне пришлось повозиться. Так как рулевая колонка с наклоном, здесь вот она стоит на штифтах, запрессованы штифты. Я не знаю, каким макаром они там хотели. Хоть они и вставлены на стопора, но запрессованы с большой силой. И вытащить их я просто руками не смог. Пришлось сверлить, нарезать резьбу и выпрессовывать с помощью шпильки. Вот эту-то я закосил, вот тут вот ровненько почти сделался. Ну, в общем, здесь много резьбы не надо, потому что усилие как бы есть, но не такое космическое. Там 5 миллиметров резьбы нарезать достаточно. И выпрессовывается оно с таким нормальным натягом. И запрессовывается, очевидно, также. А стопора тут зачем стоят, я не знаю. Потому что вылететь они просто так, ну уж никак не смогут. Ну, стоят так стоят. Сейчас запрессуем вот эти штучки. Так, втулки на месте.
Механизм вот так вот шевелится. Вот единственное, с этим возникли сложности, с разборкой вот этого узла. А так, в принципе, сборку рулевой колонки я закончил. Тут механизм весь я собрал. Теперь, ух, как туго, а. Ну, остался только вот этот подрулевой переключатель. Теперь осталось только все это поставить на автомобиль. Это еще займет мне некоторое время. В принципе, там ничего сложного нет. Ну, главное, да, шлейф, аэрбэк, провода, замок зажигания и прочие мелочи. Так, рулевая колонка уже в машине. Я его установил. И на будущее, чтобы легче все собирать, надо маркировать. Вот у меня есть белый маркер. Я сделал отметки, как это все было до разборки. И надеюсь, все совпадет после разборки. Так, продолжаем сборку. Ага. Сборка близится к завершению. Установил шлейф руля. Главное тут, конечно, ничего не покорежить, не оторвать. Остался руль и аэрбэк. Так, установил руль и аэрбэк. Если что, аэрбэк крепится двумя винтами торкс. Тут по бокам заглушечки, под ними винты специальные торкс. Если что. Да, и не забывайте перед любыми манипуляциями с аэрбэгом, ну и вообще с машиной, отключите аккумулятор. Потому как тут у нас волшебная штука под названием airbag с пиропатроном. Так, ну что ж, попробуем завести наш автомобиль. Все работает. Airbag потух, значит все нормально. Ну, не сказать, что руль такой адский тяжелый, но туговатенький. Но я думаю, он притрется на наших российских дорогах. И не такое притиралось. Да, туговатый. Нормально. Ну что ж, всем пока. Спасибо за просмотр и удачных вам ремонтов.